Сегодня сотрудники ГИБДД Сыктывкара с кадетами 18-й школы вырезали световозвращающие элементы в виде ладошки, раздавали их водителям и пешеходам, а затем возложили цветы на место, где в дорожной аварии погибла женщина. Позже инспекторы сдали кровь. Все это в рамках одной акции «Стоп ДТП». Приурочена она к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Александр Карепин расскажет подробнее. Ладошка, которая остановит трагедию. Кадеты 18-й школы усердно вырезают из световозвращающей бумаги элементы, которые можно будет приклеить хоть на одежду, хоть на сумку. В темное время суток, когда чаще всего машины сбивают людей, пешехода с горящим маячком водитель увидит издалека. Чтобы повесить на куртку или на что-то, чтобы когда идешь, и водитель видел, что тут идет человек. Ну, как сам думаешь, это нужная вещь? Ну, обязательно для всех. Основная наша задача – это предотвращение дорожно-транспортных происшествий, да? Потому что в дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут люди. Как уберечь себя от столкновения, где можно переходить дорогу и как? Сотрудники ГИБДД столицы не устают повторять детям, что их безопасность на улице зависит в том числе и от них самих. Автоинспекторы в школы и детские сады с ликбезом ходят регулярно. Мы на протяжении всего года проводим подобные, именно если мы берем световозвращающие элементы, мастер-класс по изготовлению вот таких световозвращающих элементов, у нас круглый год проводятся такие мероприятия и с детсадовцами старшей подготовительной группы, и со школьниками. Акция «Стоп ДТП» переместилась на улицу. Кадеты вместе с сотрудниками ГИБДД фликеры раздают водителям и пешеходам. У нас сегодня акция «Стоп ДТП» называется, посвященная Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Вот, кадеты 18-й школы подготовили к вам такие ладошки для того, чтобы вы наклеили их куда-нибудь на одежду верхнюю или на портфели, куда-то, да, на сумочки, чтобы они светоотражающие, чтобы вас было видно издалека. Спасибо большое. А вы, девчонки, вообще как относитесь к таким элементам светоотражающим? Ну, очень Хорошо. положительно. Это на самом деле очень нужная вещь, потому что в темное время суток многие ходят, и как раз таки машины будут замечать людей. Всего с января этого года в Сыктывкаре на дорогах погибли 9 человек. 3 пассажира, 2 водителя и 4 пешехода. Среди последних молодая женщина, которую 1 октября машина насмерть сбила прямо на тротуаре. Ребята на месте трагедии возлагают цветы. В тот день тот же водитель сбил на пешеходном переходе и их товарища по школе. Мальчик, к счастью, остался жив, но до сих пор восстанавливается после столкновения. Всех погибших во время аварии будут вспоминать в это воскресенье, во Всемирный день памяти жертв ДТП. И уже по традиции, накануне памятной даты, автоинспекторы и полицейские сдают кровь. Возможно, она спасет чью-то жизнь. Если честно, сегодня я сдаю кровь первый раз. Очень давно хотел это сделать, но все, то не было времени, то болел, то какие-то постоянно были факторы, которые не позволяли сдавать кровь. А вот в этом году коллеги нас пригласили на эту акцию. Я подумал, что хороший повод, чтобы начать. Главные герои ролика, приуроченного ко Дню памяти жертв ДТП, сотрудники ГИБДД, врачи медицины катастроф, спасатели. Словом, те, кто в первую очередь выезжает на дорожно-транспортное происшествие. Они еще раз напоминают, в наших силах сократить количество аварий, как и свести их на нет. Мы делаем вызов себе и говорим... Александр Карепин, Елена Кононова, Иван Беречевский, Роман Боровиков, телеканал Юрган.